Ну что, начнем? Начнем. Так, какой этот тот возьму, значит. Что, друзья, всем привет. Наконец-то, ребята, вышел этот момент, этот час пик, ребята, час X, точнее. Все, ребята, сборы на север. Большой привет с Республики Коми, с глубинки, ребята, поселок Первомайский, который находится на самом юге. И сегодня мы немного продвинемся, ребята, на соток 7 севернее, так как Республика Коми, ребята, она великая, она богатая, она считается крайним севером. На рыбалочку, само собой на рыбалочку. Многие знают по видео, то что, ребят, я собирался, наконец-то, ребят, наконец-то этот день. Все, ребята, у меня сборы, раннее утро. Погода у нас плохая, всю ночь шел дождь. Ну, по прогнозу будет хорошая неделя, так как, ребят, рыбалочка прям на целую неделю. И я думаю, будет все интересно, все здорово. Весь такой, ребят, на взводе, не знаю, забыл что-то, что нужно, вот именно. Потому что едем на машине, и мест, ребят, не особо много, чтобы разложить лишнее барахло, которое оно вот иногда и нужно, иногда и не нужно. Но в целом, ребят, самое необходимое, это вот целый рюкзак по снастям. Это блесны, воблера, поводки, катушки и так далее и тому подобное, так как рыбалка основная будет на спиннинг. Но все-таки я взял фидер, ребята, так как рыбалка на фидер мне очень нравится, и в целом там тоже попробуем на реке Печора. Обязательно канистр, ребята, везем с собой мотор. Надо будет много бензина, так как на месте нам его просто не взять, нигде не найти. Везем, ребята, литров 100 бензина с собой. Ну, естественно, спальник, какие-то лишние вещи. Ну, много вещей беру, потому что на Печоре, ребята, сегодня солнышко, а завтра может быть северяк подует, и Уральские горы рядышком, там можно замерзнуть. В общем, надо брать теплые вещи с собой. Канистрочку, ребят. Это на всякий случай по рыбке. Ну, не знаю, как получится. Ну, в целом, туда сначала продукты, сейчас какие-то такие вещи, а обратно, возможно, будет 50 литров рыбы. Еду, ребята, просто с наикрутейшей, наверное, компании. Такого даже не придумать. Я с вами знакомил Андрея Вездеход Коми, ребята, помните? Ездил к нему в деревню, мы немного делали рыбалки. Короче, познакомился с Андрюхой. И в целом, у Андрюхи канал уже, многие знают, что я делал рекламу на него, знакомил вас с ним. В общем, Андрюха едет на своей машине, сначала он грузится у себя, едет за мной. И едем, ребята, мы вообще к легенде, наверное. Ну, для меня он точно легенда, так как давно хотел с ним познакомиться. По телефону, поэтому мы с ним знакомы. Но вживую, ребята, тем более в ионных краях нет. А многие его знают, ребята, тоже блогеры. Будет, походу, весело, ребята, у нас. Ну и в целом, я вам покажу его чуть попозже. Короче, у нас банда, ребята, просто вот такая. Все, братцы, давайте, собираюсь. Ждем Андрюху. Ну и в путь дорожку. В районе 700 километров. Вечером будем на месте. Моторы, лодки. Там дальше будет, ребята, контролировать уже тот человек, к кому мы едем. Но чуть попозже, ребята, вы с ним увидитесь. Все, братцы, на связи. Погнали. Огоньки Андрюхи. Я все готов, ребята. Небольшой мой шмурдяк. Канистры. Все, ребята, уезжаем.
Здорово. Вот и он. Все на камерах, короче. Здорово, Андрей. Полна коробочка. А говорят, Рено не резиновая. Полетели мы с поселка. Так, у нас 100 километров. Первая остановочка город Сыктывкар. Там у нас немного делов, да, Андрей? 49,5 до тебя от меня. И там, ребят, немножко закупимся. Там кое-что. Надо еще флешку взять. Ну, короче, там по мелочи. Ну и потом дальше больше. Небольшая экскурсия. Вот, короче, ребят, полная машина. Вот так пока. В городе там немножко разгрузимся, перегрузимся и в дальнейшем пойдем дальше. Погнали, все, полетели. Много продуктов. Сейчас по-мамайски будем смотреть, потому что вещей что-то надо набрать, каких-нибудь приколюх вкусняк. Да и так, что по мелочи. Такой рынок здоровый под крышей. Всякие разные. Хлеб, не хлеб. Сейчас посмотрим, колбаса, не колбаса. На засолке в самый раз. Лёшка, пакет еще один, пожалуйста. Греча и рис. Так, ребят, ну что, чуть-чуть нахватили. Сейчас за хлебом вкусным. Чуть-чуть, говорит. Плюсово еще, за спиной рюкзак. Ну, это чуть-чуть. Так, вот хлебушек. Здравствуйте. А нам хлеб вкусный, пожалуйста. Так, пакет нам надо. Ну, можем. Так. 5 семян. Пробили, да, уже? Да. Самое главное, да, Андрюх? Ребят, ну что, погуляли по магазинам. Вот так у нас затарено получилось. Дождь идет, надо бочки вот эти пустые. Продукты туда, в принципе, сложить. Ну и такой дождь, быстро пакеты накидали, и, короче, так. В Ухте будем заправляться, все топливо будем там брать. Там все и переложимся. Все, Андрюха заправляет машину. Все. Получается, с города, ребят, выезжаем. Время у нас... Времечко у нас 11 час. Ну, все, прям.
сколько? 400, да? По спидометру. Ну ты еще за мной заезжал. Чуневорик, ребята. Остановились в кафешечке, покушать. Такая маленькая, уютненькая. Кстати, Саня, если будешь смотреть, тебе привет большой. Проезжал твой дом, смотрел, видно с дороги. Смотрите, ребят, какие тут надписи всякие. Здесь было вкусно. С Тюмени были, слышишь? Да, что, да. Угу. Сыктывкара. Тоже что-нибудь оставим. Ладно, перекусим. Тут уже до Ухты 60 километров. Там заправка, да, Андрей? И дальше. Давай воду. Давай его же. Там заправка, да. Ладно, что, приятного всем. И нам. Да, ты карандаши. Взрослые закончили. Кушали. Ухта встречает хорошей погодой. Отлично, отлично. Ну, до Ухты еще 60. Ну и дальше потом пойдем. Так, поели, перекусили немножко. Да, у нас дождь, а тут прям солнышко классно. Отлично. Как его называли там в этом. Что здесь был раньше? Бензин. Забыл. Так, братцы, ну что, вот и Ухта. Второй город получается, да? Такой более-менее большой, я имею в виду, в республике. Все, тут солнышко, ребята, Ухта встречает солнцем. Хорошо, с одной стороны, хорошо. Все, братцы, вот уже Поверните направо. проезжаем. Ну, мы особо здесь задерживаться не будем. Сквозняком пройдем. Сквознячком и Прямо да, 1 километр 500 метров. и дальше пойдем. Ну что, здорово, здорово в целом. Итого, Андрюха, уже пройдено 472. 472. Отлично. Еще 200. Еще немножко, ребятки. Так-то из-под поезда уже. Что, ребята, Ухту проскочили. Все, полетели дальше. Сейчас Андрюха говорит, Лайвош, вот там у нас будет плановая заправка. Все канистры, то, что мы с собой везем. Опять же, машину на полный бак. Ну и, в общем, топливо. Там у нас перезагрузка, кстати, будет. Полностью будем раскладываться. Потому что вот в Сыктывкаре покидали. Дождь шел. Дождь помешал, да. Хотели как бы все в бочку ложить. Ну ладно, как бы нормально едем. Ну сейчас заправка, да, и ну и в целом уже все. Уже на точку пойдем, уже конкретно, уже напрямки. Ну да, погода, конечно, здесь намного интереснее, красиво. Вот такая погодка, ребятки. Грибочки собирают люди. Шикарно. Из осени приехали в лето. Да-да-да. Хотя едем с юга, понял. Видал, какая красивая. Каменистая. И чё тут? Ребятки, как же без этого? Минус колесо у нас. Минус колесо. Теперь и переложишься. Что? Вот такие дороги, что у нас. Да. Нет, вот этот маленький, да. Ебать, затягивается весь. Ой, я с прицепом поливает, да. Ребят, ну
что, мы в деревне Воевожа. Местные посоветовали нам шиномонтаж тут. Мужички, походу, занимают. Надо запасочку сделать. А у нас запаска беда. Одно колесо у нас. Сейчас посмотрят мужички. Какой шиномонтаж. Сейчас посмотрим. Ребятки, ну что, поменялись, нашли оперативно, как бы, быстро-быстро сделал, молодец. Короче, будете в краях этих ребят, деревня Воевож, да? Село Воевож. Село. Ну, Троицк, мало ли в этом районе, ребята. Рома, номер телефона оставлю. Так что, если что, мало ли кому-то понадобится. Сейчас тут внизу появится. Так, ребят, ну что, все, заправочка у нас. И остается там чуть больше соточки. Вот, ребят, даже ценников нету. Все, выгружаемся, заливаемся. Ну и все, в путь. Все вытащил, думал, там буду. В фильмах, да? Вот такие заправочки. До сих пор есть еще, оказывается. Кстати, на Лукойле. Так что нормально. Так, 110 литров хватаем, чуть больше. Еще плюс машину. Ты забыл колонки старые? А как? Все, пошла возня. Покупайте, друзья, Рено Логан. Едем в дождь, ребятки, походу. Капитальный причем. Вообще черный, смотри, Андрей, все. Прям так прилично, блин. Да. Уж. Я же тебе писал. Ну все, последняя 30-ка. Дорога уже все такая. Прям таежная. Все уже и уже. Все уже. Скоро в тропиночку превратится деревенскую. Будем на месте. 26 километров. Все, ребятки. Добрались. Время у нас 19:18. 659 километров. Плюс, ну, 30-ка еще в районе 700 километров на месте. Че, мир, рыбак? Оптя! Окей. Зайцев, Гена, очень много, слышишь? Да. Ах, здорово, дружище. Привет, Крепыш, привет. Ну что, добрались, Ну слышишь? как? Ну ты тут далеко забрался, ё-моё, блин. Нормально. Устали мы, устали. Чем дальше едем, тем больше рыбы. Да, Все верно. точно. Запах Печоры уже чувствуется, понял? Вон она рядышком. вот она. Здесь, правда, родимая, все да? заросло. Всё. Теперь уже осталось вот буквально немножко. 100 метров. Теперь только Дома вздохнуть. хорошо. Все, что ребятки, что поняли, да, кому приехали? Я вам немножко тайну говорил. Ну вот, в принципе, на машине все понятно. Геннадьевич, Коми рыбачок. Наконец-то.
Вот, ребятки, коми рыбачок-то. Вот так вот все это дело. Язёк, карасик, окунёчек. Отлично. Вот, вот эти вот окуня и вот эти щуки, это позавчера. Позавчера, да? Позавчера пойманные. Свеженькое все. Да. А это с ледника, видишь, чем хорош ледник, сохраняются вот эти караси, эти были пойманы в мае месяце. Вон, смотри, сохран какой ледники вообще. Да, классно. Как будто ты спички не ставишь, Геня? Что такого? Не, я Вот так такого. руками немного тык-тык. У нас Не, обычно... зубочистки, да. Ну, надо. зубочистки, да. Не нашел я зубочистки. Спички или там... Тихо, тихо, не ругайся. Не ругайся, родной. Все свои, все свои. Ну что, братва, все. Ну, у Геннадьевича. Многие на канале, ребята, знают такого парнишку. Но в целом буду знакомить вам. Коми рыбак, ребята, Геннадьевич. Его на деревня. 700 километров получилось. Тяжелая дорога, но все-таки мы на месте. Там, ребята, уже стол накрыт. Гостеприимство прям вообще на уровне. Смотрите, какая картоха. Парканулись. Ну что, поздно приехали, ребят. Сегодня ужин, разговоры. Завтра уже будем рвать когти, ребята. Недельные рыбалки. Будет все весело, я думаю, круто. С дороги, ребят, не могу сообразить со словами, так что не обессудьте. Ну все понятно, ребят. Коми рыбак. Рыбка здесь, рыбка там. Все, пойдемте за стол. Будем общаться, разговаривать. Ну и в целом подарим подарки. Привез немножко подарок. Короче, все, ребят, я уже ничего не могу говорить. Устал с дороги на самом деле. Ребята, смотрите, просто слеза. Слеза у Геннадьевича. Я все, кстати, хотел попробовать его рыбацкого напитка. Ну это, так сказать, Андрюха, экспериментальная модель. Настоящий рыбацкий у меня полторашечка есть, так что мы попробуем его обязательно на рыбалке, который мы пили зимой. Этот рыбацкий, так сказать, легонький. Легонький, да? Да. Прям легонький. Для тренировочки. Не, ну реально, ну на самом деле это, ребята, это не заводская канитель какая-то, это все свое. Свою, никакой химии. Вот, кстати, давайте на стол немножко посмотрим, все свое вот тут. Ребрышки, кстати, вот, ребята, смотрите, по поводу вот этих ребер, изёвых, кости, не кости, смотрите, ребят, какая красота. Салатик. Ребра язя, да, нет мелких костей. Все свое, ребят, очень круто, очень здорово. Геннадьевич, давай, хочу рюмочку за тебя поднять, за твое гостеприимство вообще, Да. за сына твоего. Я рад, что приехали. Сам хоть тяжелый на подъем, хоть ко мне приезжают. Молодцы, что собрались, что таки приехали. Зимой ждем ответку к нам. Не, Геныч, к нам точно не вытянуть, 100%. Не знаю, Даже да, бы Синель клювала, скажи, заброс, она не зимой, приехал бы. Зимой, да, у нас делать нечего. Дай бог. Геннадий еще тут коробочку привез, накидал всякого разного. Пойду подарю. Коробка такая посыльная, ну ладно. Чё. Ой, 16. Ну что-то где-то в районе 200 с лишним, короче. около 200. Геннадий, наверное. посылки любишь получать? Очень. Держи от меня. Ты не обессудь, что она в такой посыльной коробке. Было просто на работе что-то такое лежало. Короче, я тебе положил там такое, знаешь. Ну прям не знаю, может пригодится тебе в этом деле. Так что этот, прям взрывай ее. Можно открыть, да? Взрывай, да, смотри, как бы этот, не знаю, может тебе ножик какой-нибудь дать. В общем, смотри. Где насчет от комаров? Я понял. Не, сейчас можно пчел разводить, у тебя что, Да, пчелки пчелы. есть, как раз завтра смело подойдешь. У меня, да, теперь можно с пчелам. Как я рыбу бы снял без Да, этого? да, да. Вот все. Это Роману. Это мелкому Генчику. Ну и все, отлично. Ленчика уже не загонишь. Она уже там, у нее с 5 лет ходила на рыбалку, ловила рыбу. Теперь ее уже не загнать. Чего только тут нет. Ну что, горелочка, чтобы всегда на огне. Нахрена я успел заказать, а? На Алике как раз. Запас. Ну, запас, слышишь, куда-нибудь на избенку отвезешь, Всё, что, да. водочку Не, положишь. или это буксировать. не тяжелое, я с собой буду взять. Возить. Горелочка. Это кемберский фонарик, Ян, Да. слышишь, подвешивать. О, Это топорик, вот слышишь. это палки на налиму врубить. Там его подточишь, как тебе надо будет. Это как раз не надо вот такой топор уже возить. Ну и так в целом вообще можно что-нибудь замутить как-нибудь так.
Ну, говорю, в основном на палке, да, как раз не надо. Да? Не мачете, ничего такой. Его можно и на кабуру закрывать, на ремень зацепил на пояс. Ну там газик к этому. Газик, понял. Так. О, Так, Ген, ну Скоро это ты понял, сезон. да? Сезон скоро. Скоро сезон. Короче, нашел у себя, положил, чтобы было у тебя. Я не знаю там вообще что, но там вроде дробь. Там дробь, да. Комбинированно, Комбини- главное, 5, 3. Ну, Короче, все Сборная остатки Союза, да. Сборная Союза. Ну да, там так должно Сделаем. быть, по идее, так. раньше Как- дробь лили сами. Сами. Да? Главное, что были гильзы и капсуля. Пыжи рубились сами. Сами. Порох где-то раз что-то найдешь, там насыпку пороха уже сидишь, заряжаешь все. Теперь, я не знаю, или хорошо живем, или что, блин. В рябчика стрельнешь, к дереву приходишь, дерево все утыкано этими каплями. Они втыкались, короче, как ножи на дробь. Острая. Набор рюмок. Знаешь, Ну, завтра придется обмывать. Ну да. ну, Я ты же- как раз Андрюха искал. У меня как раз Две это... штуки только с набора нашел. Весной еще полный набор. Нет, у был. меня все 4 живые из Чечни, которые привозил, вот это, ну, с командировки. У меня 2 осталось. Но все вот эти расклеятся, а потом заклею. Расклеятся, а потом Не заклею. потерял. Теперь они все голые, короче. Ну такие же, да, размер. Хороший размер. Есть меньше, они похуже. Есть вот это самый такой. Ходовой. Да, вот 30 грамм, наверное, 30-40 даже. 50 грамм, наверное, полная получается. Полтинник, да. Это вот сейчас не стопка, это рюмка получается. Шикарно, шикарно. Так, ребят, ну что, всем вечер добрый. Все уже такой, знаете, ребята, раскрылся, немножко выпил, может из-за этого. Ну, не с том расчетом, ребят, хочу с вами пообщаться, то что вот она деревня, ребята, и вот она спокойствие. Вы понимаете, ребята, что там сзади печора, на которую я ехал. И завтра мы туда поедем, ребята. Вот у Геннадьевича, ребята, он стоит домик в деревне. Вот это его структура. Вот здесь, ребята, он живет. Ну, относительно, конечно, не здесь, но опять же, здесь как бы ионное все. Здесь лодка, мотор. Здесь ионная рыбалка. Здесь он добывает рыбу. Ну, я Геннадьевича давно хотел увидеть, ребят, на самом деле. И опять же, все это свершилось. 3 года, ребята. Я бы дался. 700 километров, да, для каждого там из вас кому-то непонятки. Ну, что 700 километров? Прыгнул, погнал. Ну, такая дорога, ребят, такие переезды, такие маршруты. Опять же, без колес я, блин, у меня все не получалось. А здесь, ребят, я на месте. 10 часов ночи, вечера. Я на месте, ребятки. Мы ужинаем, сидим, балдеем. Я завтра знаю, что, ребят, мы завтра пойдем. Пойдем просто в тайгу на рыбалку. На атмосферную рыбалку, ребята. Это пещера, это вообще все. Прям вообще не знаю, ребят. Я просто представляю, что еще неделя вперед, ребята, неделя рыбалки. Мы будем по избам двигаться, будем заморачиваться, будем что-то делать, искать рыбу в любом случае. Ну, потому что, ну, даже здесь, ребят, рыбалку можно поискать, потому что, ну, не везде. Сказал Геныч, то, что уже изя не идет. Изя поймал пару штук, то бишь, ну, а хотя здесь изя как грязи. А все видели, ребят, у меня изя вообще плохо, у нас только лещ. Вот у меня последняя рыбалка была, ну, я фидеру отдал. Ну, здесь опять же спиннинг открою, ребят, я отдам всю, блин, гадость свою старую, которую не отдал в этом сезоне по спиннингу. Я дам все туда, все выплесну. Здорово, ребят. Ладно, что, я думаю, завтра будет день, будет пища, мы увидимся. А так все здорово. Все, братцы, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ребят, на канал. На ребят я ссылочки оставляю в описании. Подписываемся, ребят, поддерживаем. Ну и в целом, путешествие только начинается.
Давайте поддержим эту серию, ребят, этот масштабный проект, реально. Будет много чего интересного. Все, ребят, мы только начинаем. Спасибо, я добрался. Все, братцы, давайте. Погнали. Сейчас только начинаем. Погнали. Я с уверенностью говорю, понеслась.